Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Говорят, чего хочет женщина, того хочет Бог. Я позволю себе дополнить это суждение. Если женщина хочет изменить мир вокруг себя к лучшему, то Бог ей в этом всегда помогает. Доказательства мы представим вам в ближайший час. Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск передачи «Альтернативы». И сегодня мы выходим в эфир из студии БАС-ТВ. Тема передачи звучит так: «Женщины меняют города и села». И я рада познакомить вас с теми, кто делает это день за днем. Раиса Воронюк, председатель общественного объединения «Женский клуб «Голубка», самой активно действующей организации в районе Басарабяска. Здравствуйте. И Людмила Ротарь, примар коммуны Иссерлия, единственная женщина-примар в районе за последние 12 лет. Здравствуйте. Здравствуйте. Эта передача проходит в формате телемоста, и на прямой связи с нами центральная студия канал Регионал в Кишиневу. Я представлю вам участников, которые там сейчас находятся. Это Ольга Гончарова, эксперт в области этнополитики, и Михай Катан, примар села Молешт района Еловень. Здравствуйте, уважаемые гости. Мой первый вопрос Раисе Воронюк. В Басарабяском районе женщин-советников в целом не более 20%. Примар всего один. Вице-примары тоже в основном мужчины. Председатель района, оба его заместителя также представители сильного пола. Почему, на ваш взгляд, ситуация складывается таким образом? Я думаю, что это наш менталитет. Мы привыкли, что руководитель мужчина, для женщины ее удел дом и кухня. И несколько десятков лет, наверное, недостаточно для того, чтобы народ понял, что женщина может быть таким же руководителем, как и мужчина, а в отдельных случаях намного лучше и эффективнее. И в нашей жизни был такой пример. Это Людмила Степановна Дегтяренко, когда она возглавляла город в течение 5 лет. Тогда было очень трудное время в финансовом плане, но она все, что можно было притащить в город, она всегда это делала, она искала финансы и задействовала для этого весь штат примарии. Госпожа Ротарь, а насколько активны женщины в вашей коммуне? У нас женщины все активны, и буквально не все стараются, потому что каждый понимает, что это наше село, наша коммуна, это наш дом. И то, как мы его благоустроим, как мы его, я не знаю, даже будем представлять по кругу, таким он и будет. Очень много, конечно, есть проблем, но я хочу сказать, что женщины все у нас активны. У нас и народный ансамбль «Ивушка». Этот год они не защитились, но я думаю, что будет все хорошо, и они защитятся. У нас и директор школы, госпожа Красницкая, тоже женщина, тоже. У нас и заведующая детским садиком Иванова Екатерина Георгиевна, тоже женщина. Я хочу сказать, что... Это традиционно. А женщин-советников сколько у вас? У нас 2. Из 9 двое. Да. Вы считаете, что этого достаточно? Я бы хотела больше видеть женщин в советниках. Потому что, понимаете, взгляд женщины на жизнь немножечко отличается от мужского взгляда. Как говорят, какая хозяйка, такой и дом. Какой хозяин, тоже такой же дом. Но женщина навсегда больше дает времени и усилий на то, чтобы исправить и решить те или иные проблемы, которые возникают. Принято считать, что любые преобразования в населенном пункте – это удел примара или другого руководителя. Но неправительственный сектор тоже может действовать достаточно эффективно, особенно когда его действия поддержаны со стороны доноров или представителей местной власти. Я предлагаю вам посмотреть короткий репортаж о деятельности женского клуба «Голубка», который создала и возглавляет Раиса Воронюк. Пожалуйста. 18 успешно реализованных проектов, которые принесли городу более 2 миллионов леев в качестве инвестиций.
Таков на сегодняшний день итог деятельности общественного объединения «Женский клуб «Голубка», которое уже 14 лет бессменно возглавляет Раиса Воронюк. Те, кто все эти годы работал с ней рядом, утверждают, этой женщине многое по плечу. Я считаю, что это единственная женщина в городе, которая принесла в этот город очень много проектов, инвестиций. И я считаю, что такого больше человека в этом городе нет, во-первых. А во-вторых, эта женщина – душа. И первая приходит на помощь. К мысли создать общественную организацию Раису Сергеевну подтолкнула тогдашний примар Людмила Дегтяренко. Она-то и разглядела в этой женщине незаурядный талант организатора и кладезь ценных идей. Знаете, вот я сейчас вспомнила одну ситуацию, когда мне одна подружка, которая потом оказалась не подругой, сказала, что это домашняя клуша. Почему я очень в тот момент увлекалась вязанием, шитьем. И вот как-то это были приоритеты в моей жизни. Но потом в моей жизни появилась Людмила Степановна Дегтяренко. Не знаю, это было случайно или не случайно, но она меня настолько зажгла вот этой болью за родной город. Я не знаю, откуда в ней было столько любви к этому городу, но она передалась и мне. Какие-то женские инициативы оказались более успешными, какие-то менее, но каждая из них оставила свой след в истории города и в сердцах тех, кто над ней трудился. Большая часть проектов была направлена на укрепление роли женщины в обществе, на ее вовлечение в процесс принятия решений, на формирование активной гражданской позиции у молодого поколения. Строительство сквера любви и добра – это один из самых сложных и дорогостоящих проектов организации. Его проектная стоимость – около 800 тысяч леев, а реализация растянулась более чем на 5 лет. И это отдельная история, которую никогда не забудут те, кто участвовал в благоустройстве заброшенного клочка земли в центре города. Сейчас сквер – одно из любимых мест отдыха сотен басарабчан. Foarte suntem de acord cu asta. Copiii noștri au unde să vină, unde să-și petreacă timpul liber, unde să... Мы очень довольны, что у наших детей появилось место, где они могут весело провести свободное время, поиграть, пообщаться со своими друзьями. Нам, родителям, это приятно. Мы благодарны всем, кто участвовал в работах по благоустройству этого сквера, кто здесь трудился, и желаем им не останавливаться на достигнутом и сделать еще что-то полезное для нашего города. Последний на сегодня проект «Голубки» о городе «Заботимся вместе» завершился буквально месяц назад. В его рамках была разработана стратегия развития Басарабяски на ближайшие 5 лет. Госпожа Воронюк, в своем интервью вы признались, что до образования общественной организации не чувствовали себя человеком, который может сделать что-то значительное для города. Спустя 14 лет, почти 20 успешно реализованных проектов. Что-то изменилось? В городе, к сожалению, меняется все к худшему. Очень жаль констатировать это. Но и город, и район, если не топчется на месте, то, наверное, уровень понижается. И гражданской активности, и уровень руководства города и района, который мы сами же и выбираем для себя. Ну, вообще, вот ваше ощущение себя как лидера, вот вы как-то осознали себя лидером благодаря вот этим успешно реализованным проектам, тому, что вы принесли реальную пользу обществу? Может это быть, покажется это нелепым, но я не чувствую себя лидером. Почему? Потому что я всегда впрягаюсь в воз и везу его, насколько есть силы. Это не качество лидера. Лидер должен уметь организовать процесс, а я стараюсь весь этот процесс вытянуть на своей спине. И потому это не те качества, которые должны быть примером для тех, кто может быть рядом со мной. Надо научиться делегировать полномочия. Я всю жизнь работаю над этим процессом, но пока не очень успешно. Ну что ж, скромность – это тоже хорошая черта характера. У меня вопрос к Ольге Гончаровой. В последние годы о роли женщины в обществе, в процессе принятия решений, в управлении говорится очень много. Но насколько быстро ситуация меняется на самом деле? Очень интересно знать ваше мнение.
Ну, вы знаете, я не знаю, насколько можем говорить о том, что ситуация меняется или нет. Вот коллега из студии сказала, что привыкли к тому, что женщина все время на кухне и с детьми. Но если мы возьмем даже период советского времени и первые, наверное, лет 5, 6, 7 в независимой республике Молдова, то достаточно много женщин-лидеров было и, наверное, даже больше, чем сейчас. Тоже в определенное... Это политика. Вы знаете, воспитывать лидера – это политика. И, наверное, зависит, в общем-то, не то, мужчина это или женщина, а те качества, которые есть у человека, и качества лидера, они или присутствуют, и их можно дальше доразвить, или они отсутствуют. В то же время мы должны признать, что вначале вот вы сказали хорошо, что если женщина что-то хочет, то Господь ей помогает. Но Господь помогает, и в том Он и ведет каждого по своему пути, потому что цели и задачи мужчины, и цели и задачи женщины, которые, так сказать, предопределены судьбой, они очень несколько разнятся, и я не знаю, почему у нас не принято говорить о том, что все-таки женщина в первую очередь, она несет в себе уникальную способность, уникальную возможность дать продолжение рода. И это немаловажное качество. Просто с изменением ситуации, развитием мира, развитием научно-технического прогресса женщина хочет реализоваться не только в этом, но попрекать ее в том, что кто-то выбирает себе судьбу воспитывать детей, наверное, это тоже не очень правильно. И я бы считала, что гармоничное сочетание женщины как хранительницы очага с тем, что она может работать и достигать высот не только в работе общественной, но и в государственных органах, где на постах, которые требуют принятия решений, женщина может быть замечательным и должна быть депутатом парламента, потому что я всегда говорю, что женщина, прежде чем проголосовать за какой-то документ, за какой-то закон, она всегда в первую очередь, она тоже думает о том, как это отразится на ее ребенке и на ее семье. Ну, знаете, как мне кто-то сказал, говорит, а о чем думает мужчина? Я говорю, не знаю, о чем думает мужчина. Мужчина, может быть, думает о многом чем. Я женщина, а не мужчина. Но, тем не менее, могу сказать, что действительно женщина в любом случае, первое, что у нее сразу появляется мысль, это как это, хорошо ли это будет моему ребенку, хорошо ли это будет моей семье. И поэтому, конечно, женщина во власти – это не хорошо и не плохо, это правильно. Потому что реализоваться и почувствовать себя полезной своей семье, своей стране, своему городу, селу – это очень большое счастье, когда ты можешь сделать максимально возможное, воспитав и замечательных детей, сохранив семью, создав очаг, иметь рядом любимого мужа и в то же время быть активной в том комьюнити, в котором ты живешь, и даже вне его в рамках республики. Тем более, что республика у нас маленькая, мы все друг друга знаем. Господин Катан, но у меня невольно напрашивается вопрос, о чем думают мужчины? Я тоже женщина, я тоже этого не знаю. Объясните, пожалуйста, считают ли мужчины, что женщины достаточно хорошо представлены в органах власти? Если нет, то почему? Вопрос очень интересный, конечно, и очень своевременный вопрос. Не знаю, я знаю, что я пресс коллег с Бессарабяс, госпожу Примар, которую я знаю. Я вам желаю успеха, я так понял, вы на первом мандате. Вам еще предстоит очень много работать и в области местной администрации, и в области примарии. Но обычно женщины, если взять местной администрации, большинство консильеров или даже взять вице-примарей, я знаю по центру Кинов и Оловены, их очень много, наверное, больше половины, чем в других регионах республики. Но то, что женщины очень активны здесь в центре, это явно видно везде, потому что из моих коллег, даже самое большое село в Яловино-Костеш, тоже женщина, например, Наталья, которая очень хорошо справляется, очень хорошие отношения есть с нами, коллегами. И я думаю, как сказала госпожа Гончарова, есть разные проблемы, потому что вдобавок к женщине, кроме администрации, есть еще и семья, есть еще и дети. Даже несмотря на то, что мы не отклоняемся от воспитания детей, но так получается, что всегда женщина, это и в детском садике, и на собраниях разных,
Ну, я вам скажу одно. Сейчас, в настоящее время, если говорить по Молдове, женщины очень хорошо репрезентированы во всех структурах власти, скажем, даже и в центральной, и в парламенте, и в министерстве, потому что я вижу, сколько министров женщин, сколько депутатов, которые, если, скажем так, если какие вопросы, я не вижу никаких преград, никогда вроде решаются все вопросы нормально, потому что, думаю, если женщина, она явно знает, если она имеет какой-нибудь большой пост или, скажем, что какую-нибудь функцию большую, она сознательна, что она должна работать, как и все остальные. Я никогда не различал по женщине или мужчина в той примере, где я работаю, потому что, если взять в моих, если канцелярах всегда были больше женщины, и решается вопрос не хуже, чем с мужчинами, даже иногда. Пусть не обижаются мои коллеги-мужчины, даже иногда может быть и легче, и как-то мы всегда находим компромисс при решении вопросов. Если взять, сравнить, я делаю сравнение 10 лет назад, когда женщин, как примаров женщин было процентов, скажем, максимум 10, сейчас где-то процентов 30. То есть очень много их. И скажу, никогда они имеют полное право, равное право стать кандидатом на любой пост в Республике Молдова. То, что иногда говорят, вот здесь я не согласен с женщинами, что вот нас не хотят избрать и так далее. Нет, и мужчина, и женщина имеют полное право баллотироваться. Уже зависит от какой политики и как ты сделаешь свою предвыборную кампанию и так далее. Спасибо, господин Кадан. Послушав вас, мне показалось, что мы живем не на юге той же самой страны, а как будто вообще в каком-то отдельном государстве. Активные и неравнодушные к происходящему женщины, конечно, есть в каждом населенном пункте, и это не только примары. Ну, просто, может быть, иногда обстоятельства складываются таким образом, что они не могут полностью раскрыть свой потенциал. А может, у кого-то просто не хватает уверенности в себе. У героини следующего репортажа, который подготовили наши коллеги из Рыбницы, все сложилось. Сегодня она один из самых уважаемых жителей села. Чем же эта женщина заслужила доверие сельчан? Давайте посмотрим. Село Гороба Рыбницкого района небольшое. Сегодня здесь живет около 600 сельчан. Имя и фамилию Светланы Васильевны Метницкой здесь знает каждый, а некоторые жители даже посвящают ей свои стихи. Сверкают на солнце кресты золотые, и церковь красавица радует глаз. Спасибо большое Светлане Метницкой. Людское спасибо ей 1000 раз. Это мое личное сочинение, понимаете, потому что она этого заслуживает. О благоустройстве сел Светлана Васильевна не ведет озабоченных разговоров. Ее дела сами говорят о том, что судьба населенных пунктов ей не безразлична. Кроме того, что она вкладывает в село очень много, значит, и памятники, ФАП или медпункт, и купель, и колодец, и церковь, и так дальше, и благоустройство села. Кроме этого, меня восхищает урожайность на полях, чистота на полях. Уже более 10 лет Светлана Васильевна занимается предпринимательской деятельностью. В ее хозяйстве 1857 гектаров земли. Главный залог успеха в любой сфере деятельности, по ее словам, это огромное желание, трудолюбие и работать себя не щадя. Пускай это будет маленькая работа, все начинается с маленького. Почему на Западе все есть? Потому что все работают. Свой день Светлана Васильевна планирует заранее. Большую часть времени сегодня у нее занимает общественная деятельность. Если насыщен, то это связано больше, 70% это общественная работа. Ну, я как депутат горсовета, вы уже это знаете. Вот. Ну, а общественная это жизнь прежде всего людей на селе. Меня это больше всего волнует, потому что село сегодня практически никому не нужно. Доступность медпомощи. В любом селе эту задачу необходимо решать в первоочередном порядке, говорит Светлана Васильевна. В Горобе фельдшерский акушерский пункт из старого здания, которое находилось на окраине села, перенесли в центр и отремонтировали. Люди очень рады, довольны в том, что они имеют куда прийти, они получают процедуры, они получают лечение, дети получают прививки, взрослых тоже прививаем. Но все оснащение, все, что надо для ФАПа, все делает Светлана Васильевна в основном. Предприниматель, общественник, меценат. Несмотря на всю свою занятость, Светлана Васильевна всегда находит время для новых проектов. У нас есть в планах другой, это мы восстанавливаем памятник
Сделали все новые надписи, новые плиты поставили. Ветеранам Великой Отечественной, погибших за освобождение Горыбы. Плитку полностью новую поставили вокруг памятника. Мы как бы стараемся жить не только для себя, но и для общества. Госпожа Ротарь, а в вашей коммуне есть такие меценаты? Есть. Есть, но пока мы работаем. Я всего лишь год, но хочу сказать... Даже меньше? Да, даже меньше. 23 ноября будет год. Но я хочу сказать, если я обращаюсь за помощью, они мне оказывают. Ну, вы знаете, каждому человеку нужно найти подход. И если ты его найдешь, то ты уже справляешься уже со всеми теми задачами, которые ты ставишь. Правда, такого большого мецената у нас пока нет. Может быть, я еще его не нашла, но я в поисках. Я была бы рада любому шагу и любой помощи. Я всегда говорю, пожалуйста, мои двери открыты. Мы можем, у нас очень много есть объектов, которые надо реставрировать, ремонтировать и так далее. Я думаю, что в будущем мы найдем общий язык и партнерские отношения, и даже извне, не только те, которые у нас на территории коммуны живут, а те односельчане, которые живут вне территории, которые находятся, имеют очень большие бизнесы, мы ведем переговоры, просим их. Ну, я хочу сказать, что никто нам не отказывал. Ну, это хорошо. Может быть, женщине просто сложнее отказать, чем мужчине? Может быть. Давайте немного поговорим о вас. Менее года назад вы стали примаром. Что побудило вас к тому, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на эту должность? Ведь на самом деле до вас местную администрацию возглавляли в Виссерлии только мужчины. Да. Ну, я даже не знаю, что меня побудило точно. Вы знаете, скорее всего, я все время думала, а почему вот так все плохо? Ну вот почему? Почему все вот рушится и почему все уезжают? Когда-то это село Миллионер, когда-то у нас было одно из лучших сел, богатых сел, тем более с хорошим, неплохим географическим положением. У нас проходит железная дорога, часть населения работала на железной дороге, большая часть занималась виноградарством, у нас большие площадя земли, где люди имели занятия, был стабильный заработок. Еще лет 10 назад ко мне подходили, я сказала, что я не готова, это очень ответственно. Ну а потом, когда они пришли, я баллотировалась первый раз, я проиграла тогда. Вы знаете, я все время задавала себе вопрос, а может быть я что-то изменю и будет лучше.